радуемся, потому что произошло что-то великое и важное. Как будто Бог действительно хочет дать вам то, что вам нужно прямо сейчас. Чтобы чудеса произошли, важно выслушать это послание полностью. Не стоит недооценивать это важное время. Найдите время подумать о том, что вам нужно, и поверьте, что Бог поможет вам. Просмотр этого видео – ключ к этой прекрасной возможности. Если вы верите, что сегодня день вашего чуда, подпишитесь и поделитесь своей благодарностью. Это видео особенное и несет в себе бесчисленные обещания. Когда случается беда, помните, что Бог всегда с вами. Он рядом, наблюдает за всеми вашими битвами и понимает, что вы чувствуете. Он признает ваши сильные стороны и поддерживает вас. После тьмы приходит свет, и дела идут лучше. Будьте уверены в себе и знайте, что вы особенные и любимые. Каждый ваш шаг имеет значение, и каждое испытание, с которым вы сталкиваетесь, делает вас сильнее. Доверяйте своей вере, потому что вы являетесь частью великого плана, полного любви и щедрости. Это время особенное, потому что Бог заботится о ваших самых сокровенных желаниях. Пусть Бог благословит вас бесчисленными благословениями и вдохновит вас мечтать о большем. Он пытается осуществить эту мечту. Будьте благодарны за то, что вы заслуживаете всего хорошего, что с вами происходит. Продолжайте следовать любящему водительству Бога. Напишите, пожалуйста, «Аминь» в комментариях. Дорогое дитя, я здесь с такой любовью и желанием укрепить наши отношения в это особенное время. Я чувствую, что ваша душа жаждет большего успеха, власти и процветания, и я хочу заверить вас, что я здесь, чтобы преподнести вам этот подарок. Замечательно продолжать свое духовное путешествие с решимостью. Сегодня твоя вера в меня наполняет меня болью. И я хочу, чтобы ты понял, что я всегда буду заботиться о тебе и защищать от зла, которого ты не знаешь. Если вы твердо пойдете моими путями, вы увидите двери открытыми, и благословения потекут к вам в изобилии. Будьте открыты вере не только в этот момент, но и в каждый следующий момент. Потому что я всегда буду рядом с тобой. Не сбивайтесь с пути непослушания и не позволяйте бесполезным мыслям укорениться в вашем сердце. Вы здесь сегодня не только из-за моей любви, но и из-за вашей непоколебимой веры. Ваша вера в мои обещания поставила вас под защиту моего милосердия. Откройте свои глаза и ищите моего руководства каждый день. На этот раз я объясню вам особое преимущество, которое я приготовил для вас. Для меня ценны вы, моя работа, ваша семья, дети и друзья. Даже если у вас есть конкретная цель, не спешите приступать к проекту без моего руководства. Не позволяйте эмоциям диктовать ваши действия. У вас есть что-то особенное, сокровище или талант, который ждет своего открытия. Эти дары придут, но вы должны стоять в моем слове и присутствии, чтобы получить их. Не тратьте свои дни, сравнивая себя с другими. Когда я буду работать на вас, ваши мечты сбудутся, ваши мечты будут реализованы и ваше лидерство раскроется. Я пробуждаю в вас желание жить со страстью и настойчивостью. Приготовьтесь овладеть землей, которую я предложил вам. Но запомните мои слова. Пожалуйста, не предпринимайте никаких действий, не связавшись со мной.
Независимо от того, где вы находитесь, вы добьетесь всего, чего захотите, с решимостью и смелостью. Будьте добры к людям и подавайте пример любви и смирения. Не стремитесь к временной славе в этом мире, потому что это ведет к пустоте. Не отдавайте свои вещи по прихоти, потому что истинное удовлетворение исходит не только от меня. В то время как некоторые души наполнены одиночеством и обманом, ваша наполнена моей вечной любовью. Даже если я оказал тебе большую услугу, не показывай ее вместе, полном зависти и опасности. Не подвергайте свою семью риску из-за плохой похвалы. Не присваивайте себе титул, которого вы не заслуживаете. Пожалуйста, позаботьтесь о своем сердце. Это мое предупреждение вам. Вы можете игнорировать или отвергать мои сообщения, но знайте, что мои слова никогда не бывают пустыми. Оно пускает корни в вашей душе и растет. Я буду благословлять, защищать и процветать тех, кто верит в меня и не оставит меня. Моя воля, чтобы ты был благословлен во всем, как благословлена твоя душа в моем святом слове. Я не прошу невозможного. Я хочу услышать ваши молитвы, покаяние и желание измениться. Я открою твои глаза на невидимое и коснусь твоей души могущественным помазанием. Пожалуйста, почувствуй мое присутствие. Я здесь. Все, что я вам скажу, будет правдой. Ищите меня в моем слове и ищите недостижимые чудеса. Вы увидите, что ваше послушание и верность не будут напрасны. Пожалуйста, дайте мне крик. Тогда я отвечу вам, открою великие вещи и сокровенные вещи и одарю вас великими милостями, которые вас изумят. Выразите свое доверие мне, написав прямо сейчас. Это время благословения и время молитвы. Это захватывающее время радости и размышлений, но, пожалуйста, не пропустите ни одного слова из этого послания. Пришло время слушать меня каждый день, потому что оно запечатлено в твоей душе и оживает перед лицом проблем, разногласий, угроз, твитов, нападок и неопределенности. Не паникуйте и не отчаивайтесь. Я всегда буду с тобой и помогу тебе. Сохраняйте веру и становитесь сильнее с каждым днем. Я даже недалеко от того, чтобы спрятаться. Даже если вы столкнетесь с трудностями, истинное покаяние и простая вера приведут вас на путь благословения. Знайте, что любовь реальна и что даже среди невзгод и насилия мое присутствие в вашей жизни очевидно. Вы не можете этого отрицать. Огонь, который я зажег в тебе, не погаснет. Моя любовь к тебе вечна и безусловна. Я прощаю тебя и даю тебе новое начало. Эта истина неопровержима, и вы будете слышать ее каждое утро. У вас есть миссия, которую нужно достичь. Не оглядывайтесь назад и не ждите, пока другие вдохновят вас. Я хочу, чтобы они росли и двигались вперед. Вы не созданы для того, чтобы всегда зависеть от других, которые вас подведут. Встаньте, одумайтесь и внимательно посмотрите в зеркало. Будьте благодарны за свою красоту и будьте благодарны за дар, который вам подарили. Вспомните свои прошлые достижения. Ты выиграл, потому что нашел меня. В тебе я спас тебя и дал тебе желанный успех. Поверь мне, я здесь. Я очень тебя люблю и всегда буду напоминать тебе об этом.
Ваша вера и щедрость откроют для вас рай. Доверьтесь мне и идите вперед. Происходит много чудес. Не волнуйтесь, даже если у вас возникнут проблемы, вы в безопасности в моих руках. Продолжай верить. Не паникуйте, если кто-то уходит или дверь закрывается. Ты жив и дорог. Вы очень дороги для меня. Я молюсь за ваше здоровье и желаю вам всего наилучшего. Не бойтесь перемен вокруг вас. Это мой результат входа в систему. Идите вперед без страха. Не прячься, ибо я хочу обильно благословить тебя. Я могу изменить ваше прошлое и улучшить ваше будущее. Пожалуйста, поймите смысл моей жертвы и страданий без стыда. Вас ждет благословение ложа. Комментарий. Бог – моя мотивация быть лучшим. Где бы вы ни находились, в жару или в холод, мы желаем вам всегда чувствовать себя любимыми и в безопасности. Я удалю одиночество, которое укоренилось в тебе, печаль, которая есть в тебе, тьму предательства, которая не сдерживает тебя и вызывает душераздирающие слезы. Моя слава покрывает тебя. Любовь, любовь к твоему сердцу, я здесь, чтобы залечить твои раны, удалить зло, приблизить тебя и показать путь к светлому будущему. Не связывайтесь с людьми, которые вас не ценят. Не уделяйте особое место в своем сердце людям, которые причинили вам боль. Если они решат уйти, позвольте им делать свое дело. Если они решат отступить, оцените внимательно и осторожно. Не доверяйте тем, кто приходит к вам слепо с распростертыми объятиями. Я не призываю вас быть одинокими, но я очень беспокоюсь о вашем сердце и личной жизни. Мы будем сотрудничать по вашему желанию. Не ищите мгновенных ответов или быстрых результатов. Не лей слез по тем, кто тебя предал. Научитесь осознавать свою ценность и понимать, кто вы есть. Ты несешь в себе мой Святой Дух, как нежный голубь, который нежно летит и отдыхает на твоем плече. Бог здесь, чтобы направлять ваше сердце. Не волнуйтесь, не заставляйте. Как голубь защищает своих детенышей от дождя и холода, так и ваша душа будет защищена и утешена этим трогательным посланием. Почувствуйте уверенность в том, что вас любят, лелеют и защищают безграничная сила. Знай, что ты не одинок и что есть источник любви и силы, который никогда не угаснет, даже в трудную минуту. Будьте стойкими в своей вере, потому что вера – это мощная сила, которая направляет ваш жизненный путь и приносит благословения, превосходящие ваше воображение. Доверяйте пути вперед и доверяйте обещанию лучшего будущего. Когда ты вернешься ко мне на небеса, ты поймешь пройденное путешествие, но сейчас я хочу, чтобы ты испытал рай на земле. Знай, что моя любовь к тебе ярче 1000 солнц и светит для тебя ярким белым светом. Я хочу благословлять тебя, любить тебя и защищать тебя. Доверься мне и позволь мне позаботиться о тебе. Твоя жизнь в моих руках. Управляйте частями своей жизни и позволяйте людям делать то, что вы хотите. Я никогда не хотел, чтобы ты шел один, тяжелый и испуганный. Никакого материализма. Пока есть жизнь, у вас есть больше, чем просто надежда. Двери веры открыты, и вас ждут великие чудеса. Пожалуйста, подойдите ко всем членам вашей семьи и скажите им, что я их очень люблю.
Медленно и нежно положите руку им на плечо, посмотрите им в глаза и произнесите такие слова. Бог сказал, что любит тебя, и я тоже тебя люблю. Плачь бесстыдно, если хочешь. Ваш путь выздоровления и исцеления начинается сегодня у вас дома. Благодать Божия и посланное мною творение становятся все ближе. Я с благодарностью согласился. Я вернусь завтра, и я хочу поговорить с тобой еще раз. Ты снова услышишь мой голос и наполнишься покоем. Знай, что я жду тебя с любовью. Отныне ваш путь будет отмечен успехом и благословениями. У Бога есть план для вас, и никакие трудности не встанут на вашем пути. Пожалуйста, прослушайте звонок. Не нужно собирать мусор, выброшенный другими людьми. У вас есть свои благословения, и ваш Небесный Отец встретит вас своей любовью, исцелит вас, укрепит вас, обеспечит вас и всегда защитит вас. Те, кто вас обидит, пожалеют о своих действиях. Те, кто его не ценит, получат урок, который они никогда не забудут. Когда я спасу твоих братьев, я обратим в бегство твоих врагов. Я убираю препятствия и конфликты с вашего пути. Наслаждайся моментом, не цепляйтесь за прошлое. Не кричи ветру, которого не слышишь. Перестаньте надеяться на ложь тех, кто вас презирает, и надейтесь на ваше падение. Поговорите с Богом и обретите истинный мир, которого этот мир дать не может. Надеюсь, нет. Дарите свою любовь тем, кто более неблагодарен, чем я. Вас ждет радость, которую вы никогда раньше не испытывали, и радость, которую вы даже не представляли. Найдите цель, которая имеет для вас значение. Я прокладываю путь к тому, чтобы ваши мечты сбылись. Не нужно оглядываться назад. Никто не критиковал меня так, как я раньше, и я молюсь о вашем благословении и руководстве так же сильно, как и я. Примите чувство любви и защиты от невидимого Бога. Меня не интересуют материальные блага. Меня не интересуют деньги, пиар и мода. Ваша честность и порядочность вдохновляют меня. Вы хотите прожить хорошую жизнь, наслаждаться каждым моментом и использовать свои таланты и ресурсы, чтобы меняться, чтобы благословлять других, включая свою семью. В своем сердце вы хотите поделиться посланием любви, прощения и спасения. Здесь я покажу вам правильный путь. В моем присутствии люди находят в себе силы встать и начать все сначала. Пожалуйста, отпустите прошлое. Создай свою судьбу. И знайте, что я здесь, чтобы помочь, устранив любые препятствия, возникающие на вашем пути. Так что не отчаивайтесь, если перестанете слушать мошенников. Я отдал свою жизнь на кресте, чтобы дать вам свободу, потому что вы не были рождены, чтобы жить рабом своих эмоций. Тебе больше не нравится издевательство над фальшивой любовью. Я даю вам дух любви, самообладания, смелости и истины. Если вам придется иметь дело с кем-то из прошлого или пройти сквозь пламя прошлых испытаний, не волнуйтесь, я здесь для вас. Вы можете убивать рычащих львов, побеждать врагов, проходить сквозь огонь, не чувствуя обжигающего жара. Сегодня, во имя мое святое, вы столкнетесь с этими проблемами и победите моим Святым Духом. Пожалуйста, скажите мне с уверенностью, что вы согласны. Начни свою веру и позволь своей душе соответствовать моему слову.
Помните мое святое обещание. Они будут твоим щитом и мечом, когда ты в беде, женщина, которая с тобою, Всевышний, Всевышний Бог, Царь царей, Господь господствующих, великая сила и власть, дай мне силы. Преодолей себя, ответь мне, я хочу услышать твой голос, услышать, как эти слова оживят ранее слабую веру и разожгут огонь желания победить. Слушайте, принимайте и верьте, что нет такой привычки или искушения, которые вы не могли бы преодолеть. Вы должны раскрыть этот факт, потому что враг не имеет над вами контроля. Потому что никакая мантра, заклинание или заклинание не смогут ему навредить. Злые мобы могут окружать вас, но это пустые угрозы, призванные вселять страх. Потому что страх – единственное препятствие на пути вашего прогресса, вашего вознесения, вашего мужества. Я даю вам силы преодолеть конфликты, которые лишают вас радости. Цепь разорвалась, отчаяние, которое его держало, мучительные мысли, которые были внутри него, все сегодня закончилось. Пожалуйста, свяжись со мной. Давайте вместе двигаться к успеху. Там благословения возвращаются. Пожалуйста, выслушайте меня снова завтра. Я добавлю тебе воды вечной жизни. Пожалуйста, продолжайте. Мой Святой Дух продолжает наполнять тебя, и моя любовь окружает тебя. Он никогда не оставит тебя. Я напоминаю вам еще раз, потому что знаю, что такое чувство приносит радость и покой. Я так сильно тебя люблю, пусть мои благословения текут потоками святой воды в вашу жизнь, в вашу семью, в вашу работу и ваш дом. Ничто и никто не сможет их остановить. Примите это обещание и обретите покой. Я был с тобой с тех пор, как ты увидел свет. Мое присутствие окружает тебя, ангелы наблюдают за тобой каждый день, а мой Святой Дух направляет тебя сегодня, завтра и вовеки. Избавьтесь от отвлекающих факторов. Полный мир. Давайте избавимся от страха. Я наполню тебя покоем. Из ваших уст исходят сильные слова не только для вас самих, но и для окружающих. Пожалуйста, напишите свои молитвы в комментариях. Это дыхание моей души. Вам предстоит пережить великие перемены, которые превзойдут все ваши ожидания и неудачи. Почувствуйте силу обновления внутри себя, за пределами теней прошлого и сомнений настоящего. Вы свет, который сияет во тьме сильнее, чем ошибки и раны, которые вы нанесли. Там, где когда-то царило отчаяние, есть надежда и любовь. Доверьтесь своей внутренней силе, силе Бога, которая никогда не оставит вас, даже в самые мрачные моменты. Вы были сформированы огнем штормов и бедствий, и теперь пришло время снова проявить свою силу и силу благословений, которые вас окружают. Не бойтесь неопределенности будущего. Каждая задача – это скрытая возможность, а каждое препятствие – это возможность расти и прогрессировать. Пусть вера направляет ваши шаги, а надежда – ваш компас на пути к осуществлению желаний. Помните, что вы не одиноки в этом путешествии, потому что Божья рука всегда протягивает руку, чтобы поддержать вас, провести вас сквозь бурю и отпраздновать вместе с вами время триумфа. Откройте свое сердце бесконечным возможностям, которые открываются перед вами, освободите себя от цепей своего прошлого и своих неудач и примите свободу, для которой вы были рождены. Пусть внутренний свет ярко сияет не только для вас самих, но и для всех,
кто встречается на вашем пути. Сегодня день, чтобы выпустить старые истории, которые вас сдерживают, и написать новую главу с надеждой, смелостью и безусловной любовью. Знайте, что вы заслуживаете всей любви и изобилия, которые может предложить Вселенная, и с благодарностью принимайте благословения, которые приходят в вашу жизнь. Так что мужайтесь, зная, что вы любимы сверх слов, спасены непостижимо и предназначены для великих свершений. Пусть ваше путешествие будет благословлено чудесами и чудесами, и пусть вы всегда будете утешаться, зная, что вас любят больше, чем вы можете себе представить. С комментариями: «Боже, я утешитель в трудную минуту». Вы представляете собой священный и жизненный источник, источник надежды посреди пустыни, возрождающий утраченные мечты посредством веры. Последнее слово за мной, и мое суждение является абсолютным в любой ситуации, с которой вы сталкиваетесь. Я открою тебе путь и поддержу тебя. Возьмите жизнь в свои руки, откройте мне свое сердце и позвольте своей любви течь. Ваше существование должно быть окутано светом моего Господа, а не спрятано в углу в тени. Выйдите на солнечный свет, зная, что в конце темного туннеля есть свет. Теперь ты освободился от всего, что тебя сдерживало раньше, от депрессии, от одиночества, от обид, от криков, от ерунды. Все попытки ввести вас в заблуждение и украсть ваши мечты окончены. Если вы не можете вспомнить прошлое, не пытайтесь воссоздать то, чего не существует. Ваша душа чиста, ваше сердце спокойно и ваше сердце готово к новой жизни, наполненной радостью. На небесах много благословений, и двери и окна небес открыты благодаря вашей вере. Ваша вера и преданность делу помогут вам двигаться вперед. Я лучший родитель во Вселенной. Теперь давайте отпразднуем близкую победу. Независимо от времени или ситуации, примите это с той же страстью и решимостью, которую вы проявляете, преклоняя колени передо мной, как вы делаете это каждый день. Даже посреди бедствий и бурь, если вы придете ко мне помолиться, я дам вам обильные благословения. Я никогда не оставлял тебя, ты это хорошо знаешь. Некоторые, хотя и пользуются благосклонностью, неблагодарны, а возгордятся и забудут Бога, который их спас. Всегда следует принимать меры предосторожности, чтобы этого не произошло в вашем доме. Слово мое живо и вечно, мое обещание спасти тебя и благословить тебя тоже вчера, сегодня и вовеки. Я заключил с тобой сделку, которую не нарушу. Я дал тебе Святого Духа, я дам тебе чудесные дары. Я благодарен за ваше сердце, я благодарен за вашу семью и удовлетворен вашим отношением и духом благодарности. Но ты также можешь уважать меня, когда ищешь счастье своих близких. Здесь вы найдете все, что вам нужно, раньше меня. Иди, будь сильным, прими мою любовь, прими мою любовь. Твое благословение близко. С приближением дня откройте свое сердце радости, потому что это ваша реальность. Пусть чудо, которого вы желаете, произойдет в воздухе. Будьте настолько же уверены в себе, когда сталкиваетесь с, казалось бы, непреодолимыми препятствиями. Всякая надежда теряется, когда твои естественные инстинкты говорят тебе, и моя душа раскрывает свою высшую цель. Я не выбирал тебя для поражения, тебе была предназначена победа. Но, пожалуйста, копните глубже и узнайте меня.
В этом мире нет такой чистой любви, как моя. Другие могут ненавидеть вас, не понимать вас и отрицать, что их тоже глубоко любят. В своем горе они хотят, чтобы другие поверили, что они навсегда одиноки и что ни один Бог во Вселенной не сможет любить их так сильно, как я. Возлюбленный, моя любовь к тебе безгранична, и мое желание твоего счастья и благополучия глубоко. Откройте свое сердце, чтобы принять мою бесконечную любовь, и пусть она наполнит вас миром и радостью. Вы не одиноки в этом путешествии. Я с вами на каждом этапе пути, направляя вас, защищая вас и благословляя вас. Вот я рядом с тобой, жду тебя с распростертыми объятиями. Отдай мне свое сердце. Посреди бури я видел твою борьбу, твою страсть, а иногда и слезы, накрывавшие твои глаза. Ваше желание верно, и я желаю принести вашей семье большое богатство. Не нужно нести непомерную ношу через свою страсть. Я не хочу, чтобы ты кого-то порабощал. Благословения, которые я предлагаю, бесплатны и предназначены для того, чтобы поделиться ими со своими близкими, а не храниться, как спрятанные семена. Идите вперед по жизненному пути и не теряйте достатка. Я Господь тех, кто щедро раздает, я ваш кормилец, и я умножу милости, которые я оказал вам. Вы ничего не потеряете, я решил конец вашей борьбе. Я понимаю проблемы, которые этот мир бросает вам каждый день, и поднимаю вам настроение словами веры, надежды и любви. Эти слова не просто слова, они несут вечную жизнь. Держите их в своем сердце и разуме, и вы добьетесь бесчисленных успехов. Враги и потомки не требуют ресурсов, их нельзя сокрушить или победить. Я сделаю тебя мудрее, чтобы ты смог понять божественную силу моего Святого Духа. Я не только утешу вашу душу, но также дам вам силы и самообладание, чтобы вы могли подняться, работать, сражаться и одерживать победу над теми, кто противостоит вам. Бегает в страхе и встречает любую ситуацию с непоколебимой энергией. Я почувствовал свою силу, сменил ее слезы на радость, удалил ее мысли и раскрыл ее истинную цель. Ты замечательный человек, даже те, кто тебя знает, замечают, что ты становишься похожим на меня. В тот день, когда я помажу тебя моему Господу и дам тебе силу вознестись, куда бы ты ни пошел, я открою двери, попрошу и наполню твою сумку дарами. Используйте их во благо. Где бы вы ни находились, без колебаний поделитесь этими словами со всеми, кого встретите, независимо от того, нужно им это или нет. Любое благословение, которым вы поделитесь, вернется к вам многократно. Научитесь думать так, как я, когда обещаю благословить вас. Вместо того, чтобы думать только о потере богатства и имущества, сосредоточьтесь на изобилии вечной жизни. Если вы ищете меня всем своим сердцем, все придет само собой. Откройте мои слова и изучите их, чтобы найти каждое чудо. Всегда найдется кто-то, кто непоколебимо верит в меня и будет благодарен за то, чего я не вижу. Его благодарность укрепила его веру и привела к удивительным чудесам. Моря расступались, армии были разбиты, бедным были даны благословения, больные исцелялись, переносились тяготы и невзгоды. Силы, которые укрепили вас, теперь на вашей стороне. Вы не имеете дела с далеким Богом. Здесь, со мной, вы найдете любовь, прощение, исцеление и спасение. Вы обладаете мудростью, терпением,
спокойствием и интеллектом. Не позволяйте оппозиции сбить вас с толку. Пожалуйста, дайте мне шанс помочь вам. Вам будет полезно снова почувствовать мою любовь и возродить свой язык веры. Вы не побеждены, и ваши мечты не закончились. Так что, мама, если тебе нужно решить проблему, не бойся начать с меня. Я здесь, чтобы помочь, как настоящий друг. Давайте вместе сделаем первый шаг, почувствуем ее объятия, наполним свое сердце радостью и обретем покой в своем сердце. Вам не придется жить в постоянных конфликтах и испытаниях. Кизиньё и его окружение настолько заняты своими проблемами, что часто остаются незамеченными, но поверьте мне, они существуют. Многие из них очень любят вас и заботятся о вашем благополучии, но им трудно это выразить из-за страха быть отвергнутыми. Поэтому я посылаю вам это сообщение. Не игнорируйте это сообщение. Пусть счастье наполнит вашу душу и украсит лицо светлой улыбкой. Это может начать чудесный процесс исцеления. Сегодня улыбнитесь всем, даже если они этого не ожидают, и посмотрите, как ваше отношение может изменить людей. Они поймут, что нашли в вас настоящего друга, и испорченные отношения начнут восстанавливаться. У нас с тобой настоящая и прочная связь, обещаю. Я дал тебе новую жизнь, очистил твою душу и направил тебя уникальным и невидимым путем, чтобы только ты мог стать свидетелем и понять чудесные вещи, которые происходят. Используйте этот дар с умом, чтобы благословить окружающих вас людей и даже страну. Но всегда начинайте с празднования своей семьи. Продолжайте сегодня и не забывайте, о чем я вас просил. Когда возникнет кризис, пожалуйста, примите мою помощь. Так мы сможем быстрее подняться на гору вместе. Пусть твоя душа обретет покой и утешение, проводя дни в моем присутствии. Нам лучше поговорить. Я буду рад поддержать вас. И я очень рад, когда вы просите о помощи. Дорогой петух. Видите, ваши небесные хранители замечают ваши самые сокровенные желания, бесчисленные причины измерить ваше благословение и еще более замечательные причины признать ваше существование. Помните об этом ежедневно, чтобы ваш разум был украшен красотой и ваш взгляд украшен знаками моей благодати на вашем пути. Я тку нить судьбы, так что не волнуйтесь. Я живу в благодарном сердце, которое признает мои нужды и ищет меня с непрестанной верой и надеждой. Иногда жизненный стресс может вызвать у вас стресс, но такой стресс естественен. Постарайтесь не брать на себя слишком много ненужных обязанностей. Во времена процветания ваша мудрость направит вас в правильном направлении и защитит ваш дом и счастье вашей семьи. Но в трудную минуту, когда благодарность потеряна, враг нашептывает обман в уголке твоего сердца, искушает тебя, уловляет во лжи, превращает твой страх в разрушение и отчаяние. Не бойся, я готов и жду твоего призыва, чтобы сорвать планы врага. В трудные минуты не забывайте быть благодарными за жизнь, семью, здоровье и все блага, которые у вас есть. Пусть сильная вера и благодарное сердце станут щитом, который не подведет в невзгодах. Что бы ни случилось, я буду рядом с тобой и буду ждать подходящего момента, чтобы раскрыться. Я хочу услышать утром звук благодарности из твоего сердца. Спасибо, что вы здесь. Ваше имя будет прославлено на небесах.
Все, что я делаю, имеет цель. Серьезно подумай. Потому что знаки зодиака благосклонны к вам, как в этом мире, так и за его пределами. Вы простой гурман. В обмен на обильную еду и облегчение долгов я повелеваю Богу дать вам и вашей семье великую мудрость и благословение. Не волнуйся, я любил тебя еще до твоего рождения. Я приготовил для тебя много чудес, особенно мою вечную любовь. Если ты вернешься ко мне, моя любовь к тебе будет такой же, как и тогда, когда ты ушел. Если вы считаете, что издевательства вызывают гнев и отчуждение, вы ошибаетесь. Много раз среди покаяния и скорби ты почивала душу свою предо мною. Хоть я и не идеален, я знаю глубину твоей любви ко мне. Ваша преданность бесценна в моих глазах. Никто не сможет меня обмануть. Были те, кто действовал честно, но нападал на меня с плохими намерениями. В отличие от них, вы избегаете осуждения и сомневаетесь в своей ценности. У вас заботливая душа, простая душа и ненасытная жажда знаний. Имейте веру в смирение, которое поможет вам встать, если вы споткнетесь. Не бойтесь критиков, потому что я ваш Спаситель. Вы будете благословлены, если подойдете ко мне со смирением и захотите прислушаться к моему совету. Я понимаю, что вы желаете наряду с материальными благами здоровья и благополучия своих близких. Однако я могу дать гораздо больше, чем ваши ожидания. Нет причин стесняться. Я предлагаю вам воспользоваться этим полем. И все же чудеса случаются. Будьте открыты потоку новых связей и неожиданных возможностей. Вера и терпение превращают трудности в благословение и создают мир и процветание в доме. Все важное и ценное уже в ваших руках. Настоящая любовь с тобой. Мне нужно твое доверие. Я не буду бояться, ибо вера окружает меня. Твоя жизнь – доказательство моего влияния. Не бойтесь, ибо я ваш вечный Спаситель. С приходом каждой ночи знай, что мое присутствие охватит тебя. Я всегда буду с тобой. Давайте игнорировать отвлекающие факторы и ценить святость каждого дня. Слушай мой голос, я проведу тебя через библиотеку жизни. Поверьте, что я все под своим контролем, и вы тоже. Будьте уверены, что я буду рядом с вами как хранитель в каждом испытании и защищу вас от вреда. Ответ, который вы ищете, скоро будет раскрыт. По вашей искренней просьбе я открыл правую дверь. Я укреплю вашу веру и приведу вас к новому образу жизни. Этот новый рассвет открывает многое. Отложите в сторону свое беспокойство по поводу восприятия других людей. Стойте прямо со смирением и уверенностью. Ненависть порождает горечь. Вместо этого ваше сердце излучает доброту. Прежде всего, помните об этом. Ты благороден в моих глазах. Твое истинное сердце подчиняется моим заповедям. Когда ты болеешь, ты обращаешься к моей любви. В каждом испытании я буду рядом с тобой. Наконец небо озарилось триумфом. Сейчас настало время преодолевать препятствия и приветствовать более светлые времена. Отпустите прошлые конфликты и примите силу возрождения. Используйте это время, чтобы написать новую главу в истории своей жизни и начать свой путь к просветлению и мастерству.
Я предлагаю любовь и мир. Вы согласны, пусть ты никогда не идешь по пути одиночества, и пусть твоя любовь никогда не перестанет прощать твои ошибки. Я вложил свое обещание в твое сердце. Я любящий Бог, всегда готовый спасти. Мое счастье находится за пределами материальных вещей этого мира. Я открыл для тебя рай. Послушайте меня, я могу предложить больше, чем просто богатство мира. Знаешь, я слышу всякие шепоты. Посмотрите на необъятность неба, почувствуйте легкий ветерок, насладитесь солнечным светом. Примите это как знак моей любви, моей вездесущности. Я посылаю это письмо с осторожностью. В прошлом я спас тебя от опасности, даже от когтей смерти. Несмотря на испытания и трудности, вы начали этот год с решимостью и страхом Божьим. Не откладывайте. Давайте двигаться дальше. Ваши мечты сбываются, потому что в моих глазах они имеют ни с чем не сравнимую ценность. Через вас я каждый день выражаю свою любовь и силу. Я изолью на вас Святого Духа и вдохновлю вас мудростью, превосходящей мирскую. Ваши объятия и обилие благословений будут вашими. Получите награды, которых вы так долго ждали. Верьте в это и упорно трудитесь, чтобы заявить об этом. Рассвет возвещает о вашем прибытии. Но, пожалуйста, не оставляй меня. Сохраняйте свою веру, потому что я ваш проводник. В глубине души я хочу поговорить с тобой. Знай, что моя любовь к тебе бесконечна. Выражайте свои чувства не из-за обязательств, а из глубокой любви в сердце. Поверь мне, я буду с тобой навсегда. Я готов помочь тебе пройти темными тропами в любой день. Я всегда буду с тобой. Не путешествуйте в одиночку. Освободите себя от бремени беспокойства и предоставьте это мне. Я худею, нося его на плечах. Снимите с себя покров страданий, и я окружу вас бесконечной любовью. Ваши навыки и таланты никогда не были более очевидными. Обратите внимание на изменения, происходящие вокруг вас. Во время жизненных событий станьте свидетелем радости украшения лиц других. Ты мое неостанавливаемое присутствие, и я излучаю свою любовь каждому, кого встречаю. Их сердца болят, чувствуя вашу любовь. Я даю вам мудрость и стойкость для исполнения ваших самых сокровенных желаний. Примите его с душой, достойной вашей радости. Я знаю все твои эмоции и желания. Мое желание защитить тебя, укрепить тебя, спасти от позора. Мужайтесь, ибо, служа мне, вы получите утешение. Даже в самых худших испытаниях, когда хвала заканчивается и растет страх, я буду осыпать тебя бесконечной любовью. Обратите внимание на изменения, которые происходят внутри вас, когда вы растворяетесь в мире, который я предлагаю. Будьте счастливы, даже когда у вас время экзаменов. Не теряйте свою радость. Пойте хвалу и поднимите руки в поклонение. Ибо мое присутствие обитает в тебе. Ваше чистое сердце и твердая вера являются доказательством моего милосердия. Во времена кризиса рассчитывайте на мою армию. Ваше сердце послушания и принятия пробуждает мою небесную силу. С непоколебимой верой в мое прощение вы преодолеете все препятствия на своем пути.
Я здесь, чтобы подарить тебе новое сердце, если ты этого хочешь. Вскоре вы осознаете безусловную природу моей любви, и она изменит вашу жизнь так, как вы даже не могли себе представить. Верьте и не сомневайтесь. Когда восходит солнце, вы увидите красоту, которая нежно обнимает вас. В это время мой свет рассеет тьму и предстанет перед вами во всей своей красе. Я молюсь, чтобы моя истина наполнила ваше сердце и душу великой силой, чтобы вы могли удалить печаль из своего сердца. Подчинись молитве, ищи меня, жди меня, оставь предрассудки и суждения. Вам предстоит преодолевать трудные ситуации, но тем, кто верит в меня, празднует мою жизнь, верит в мои силы и решает верить в меня несмотря ни на что. Помните, что все возможно. Моя любовь безгранична и беспрекословна, и тем, кто цепляется за меня в попытках врага подвергнуть меня сомнению и обвинять, будет позволено узнать это. Я хочу сказать вам, чтобы вы берегли себя, но есть одна загвоздка. Мне нужно, чтобы она доверяла мне навсегда. Я твой образ жизни, твое будущее, твоя сила и твоя защита. Верьте, что чудеса произойдут, если вы будете ходить в вере. Ваша вера может показаться бесценной, но это все, что мне нужно, и все, что нужно вам, чтобы продолжать получать чудесные подарки, которые я приготовил для вас. Несмотря на многие трудности, вы упорно сеете семена веры в свое сердце. Вы всегда принимаете электричество через всех. Ваша непоколебимая вера приведет вас к успеху. Я думаю, это нужно вам сказать, чтобы ваши религиозные убеждения не были забыты. Ваша настойчивость, ваша вера в меня, ваша борьба – все это для меня особенное. Божья милость и благодать на вас, и силой моих рук пусть вы растете и несете семя веры в свою жизнь и в тех, кто вас окружает. Я знаю, насколько вы искренни и благонамерены, но время, чтобы пожинать плоды вашей веры и терпения, очень коротко. Вы не ищете славы, богатства или одобрения других. Решение также очевидно в вашем сердцебиении. Чтобы помочь своим близким выбраться из долгов, будьте с ними и покажите им, как много они для вас значат. Для меня неестественно благословлять вас, но я чувствую себя обязанным сделать это. Пожалуйста, мой друг, скажи мне еще раз, как сильно ты меня любишь. Пожалуйста, скажи мне, что ты думаешь обо мне. Я покажу вам, как моя любовь и сила могут изменить вашу жизнь и жизнь ваших близких прямо сейчас. Дитя мое, я так тебя обожаю, что хочу посетить твой дом и создать прекрасные работы. Постучите тихо, и я буду стоять у двери вашего сердца. Пожалуйста, позвольте мне открыть этот документ и сделать что-то интересное, красивое и полезное для вашего образа жизни. Глядя на ваше состояние, уверяю вас, что бедность не войдет в ваш дом и не навредит вашей семье. Позвольте мне благословить ваш дом на долгие годы. Ваши жертвы, молитвы, слезы и мужество не остались незамеченными. Я знаю твою боль, потому что ты веришь в меня. Грядут большие перемены, детка. Так что подготовьте свой разум и отпустите прошлое, все его проблемы и несчастья. Примите изменения, которые я привнес в вашу жизнь. Он полон мудрости, энергии и способности принимать правильные решения. Я готовлю вас к моменту, который изменит вашу жизнь и подарит вам безграничные возможности. Так что вам следует быть благодарными и верить.
Вы уже давно сеете в себя семена веры. Я вижу, что твоя вера в меня сильна, несмотря на все это. Ваше упорство и непоколебимая вера осветят ваши проблемы и никогда больше не будут игнорироваться. Пришло время пожинать плоды вашей веры и решимости. Вы всегда ставите своим приоритетом вытащить своих близких из долгов и быть с ними эмоционально и финансово. Ты никогда не хотел славы или богатства, но я тоже должен благословить тебя. Пожалуйста, будьте спокойны, ваша жизнь в моих руках. Не обращайте внимания на тревожную информацию, представленную в сцене. Будьте настойчивы и мужественны перед лицом ненависти и оскорблений. Сколько бы людей не пытались усомниться и напугать тебя, сколько бы ни оскорбляли, сколько бы люди не пытались испортить твое доброе имя, я пришел сказать любому человеку: пытаюсь испортить. Я хочу сказать, что имя твое красивое, любовь и слова неразделимы. Когда нам нужен комфорт, мы можем найти его в самых близких отношениях. Ваша любовь и доверие ко мне непоколебимы. Как бы плохо ни было, мир вокруг тебя изменился, потому что я освободил тебя от стресса и плохого предчувствия в твоей груди. Освободившись от пут печали, ты возродишься новой душой. Осознайте бесконечную силу веры, оптимизма и убеждений. Даже ваши враги будут сбиты с толку вашим заблуждением. Даже если вы разочарованы тем, что они нашли способы уничтожить вас, вы предпочитаете держаться моей любви и моего слова, чтобы доверять мне вопреки их разрушительным словам. Не является исключением боль и борьба, которые исчезают, когда они обременены, и страх, подрывающий веру. Сейчас самое время открыть глаза на новый день, полный радости и мира. Пожалуйста, согласитесь. Пожалуйста, примите это за чистую монету. Даже если вы не можете почувствовать это своими физическими чувствами, вы можете это почувствовать. В глубине души ты не понимаешь, что ты другой. Я окружаю тебя великим сиянием и окружаю бесконечной любовью и преданностью. У вас есть сила, и вы ее не потеряете. Вы не побеждены. Вместо этого становитесь. Давайте все вместе сделаем первый шаг. Почувствуйте ее объятия, и ваше сердце наполнится радостью. Ваше сердце успокоится, и это чудесное чувство будет расти внутри вас и придаст вам смелости противостоять любым испытаниям с уверенностью и решимостью. Ищите моих слов и моего обещания, и моя воля состоит в том, чтобы вы жили со мной на небесах и в благословениях. Но чтобы их получить, нужно верить. Даже сейчас вы, возможно, не понимаете и не ожидаете этого благословения, но я здесь. Истина и спокойствие более позитивные, чем воздух, которым вы дышите, более яркие и чистые, чем солнечный свет, освещающий ваши дни. Я всегда с тобой и прислушиваюсь к каждой потребности, которая возникает в твоем сердце. Познайте истинное значение вечной нынешней благодати, рожденной любовью. Я говорю, что вы заслуживаете лучшего не потому, что вы достойны или безупречны, а потому, что лучшее уже принадлежит вам. Вам не обязательно выигрывать множество сражений или выдерживать бесчисленные испытания, чтобы стать достойным человеком. В моем царстве великие благословения обретаются через веру, а благословения обретаются через благодарность и смирение. Дары и таланты, которые я дал вам, созданы не для гордости,
и не для того, чтобы искать интерес или интересы других. Те, кто по-настоящему меня знает, живут честными и святыми делами. Они не называют себя лидерами и не ищут последователей или влияния. Они не для тех, кто любит творить или ищет пустую славу. Если ты действительно хочешь войти в невидимое, береги свое сердце от гордыни. Даже если вы осознаете, что вам дан великий дар и благословение, оставайтесь смиренными. Если вы возьмете на себя обязательство помогать нуждающимся и сделаете это от всего сердца, вы увидите удивительные чудеса, благословения, исцеления и излияния энергии. Благодарность – мой секрет счастья. Даст Бог, я дал вам возможность преодолеть прошлые трудности, столкнуться с более серьезными проблемами и выйти из них без каких-либо проблем. Успех обеспечен, так что вперед! Двигайтесь вперед уверенно и решительно, избегайте ругательств и отрицайте нежелательные эмоции. Замените свои сожалительные мысли новой надеждой. Надеюсь, что мое прощение полностью исцелит тебя и превратит прошлое в благословенное будущее. Я зажгу в твоей душе огонь, который зажжет близких тебе людей, особенно тех, кого ты любишь. Обратите внимание, как они меняются, когда видят вас. Оно показывает свет моего Святого Духа, который я дал вам с любовью. Просите меня своими словами, в молитве, и когда у меня возникает желание исследовать духовную сферу и больше находить себя во снах, я серьезно отношусь к этому дару. Узнайте, как его использовать. Мы видим небо, которым нельзя делиться открыто. Ходите со смирением, относитесь к другим так, как вы хотели бы, чтобы относились к вам, с уважением, и будьте верным другом. Каждая любовь и доброта, которую вы проявляете, сеет семена природы в вашей душе. Верьте в чудеса, исцеление и поддержку и станьте свидетелем красоты, когда семья, друзья, братья и сестры собираются вместе в гармонии. Душа моя неспокойна в ненависти и раздорах. Недостаточно любить себя и плохо говорить о других. Мы должны распространять доброту. Ответьте верой, добротой, терпением и смирением, и пусть чудеса произойдут в вашей жизни. Будьте позитивны по отношению к другим и используйте свои дары для благословения. Вы заслуживаете лучшего, потому что оно уже ваше. Моя любовь к тебе безусловна и вечна. Помолитесь сейчас. О любящий и милостивый Боже, в это святое время мы собираемся перед Тобой для прощения и милости Божией. Мы признаем свои ошибки и грехи и смиренно предлагаем Вам истинное покаяние. Господи, по Своей бесконечной милости даруй нам дар прощения. Это ценный и экономичный подарок. Откройте наше сердце, чтобы получить это благословение, которое вы даете. Мы ищем прощения за прошлые ошибки, слова и действия, которые причинили вред другим или нам самим. Господи, прости нам наши неудачи в любви, наш эгоизм и равнодушие. Помоги нам простить тех, кто причинил нам боль, тех, кто предал нас, и тех, кто причинил нам боль. Дай нам силы отпустить печаль и следовать примеру Твоего возлюбленного Сына Иисуса, который научил нас прощать 7 раз по 70 раз, Господь. Мы знаем, что прощение – это непростая вещь, но мы понимаем, что оно важно для нашего исцеления. Дай нам благодать отпустить нашу ненависть и принять свободу, которая приходит через истинное прощение.
Пусть ваша любовь наполнит наше сердце, станет инструментом примирения и мира. Пусть мы будем агентами прощения в этом мире и живыми свидетелями Твоей изменяющейся благодати. Пусть все извинения, которые мы приносим, будут знаком Твоей любви к нам. Давайте жить в гармонии с собой и другими, преодолеть разрыв разлуки и исправить испорченные отношения. Аллах, помоги нам простить себя, как Ты простил нас. Давайте отложим бремя греха и примем свободу, которая приходит во Христе Иисусе. Пусть эта молитва подтвердит наше желание искать прощения и перемен. Давайте будем благодарны за ваше благословение и проживем каждый день, посвящая жизнь прощению и любви. Господи, мы часто не можем прощать других, оставляя их в ненависти и боли. Ты в безопасности под моей святой защитой. Гнев, нападающий на тебя, хочет отогнать тебя, вырвать из моих рук и увлечь по опасному пути. Но это не твое будущее, не то, что я для тебя запланировал. Вот почему я говорил с вами сегодня, чтобы разбудить вас, дать вам мир, успокоить ваш разум и дать вам необходимую силу. Прими мою любовь, скажи сейчас, прими мою силу, ответь мне своим сердцем. Пожалуйста, скажи мне, что ты не сводишь с меня глаз. Но даже если ты захочешь уйти, даже если враг попытается вырвать тебя из моей руки, знай, что я не оставлю тебя. Куда бы ты ни пошел, я буду с тобой, возьму тебя на руки и верну обратно к себе. Враг твоей души будет продолжать говорить тебе, что ты навсегда останешься один, и ненавидеть тебя, потому что ты несовершенен, но это неправда. Я никогда не оставлю тебя и не покину тебя. Ни стыд, ни отказ, ни неудача, ни ошибка не смогут разлучить тебя с моей любовью. Я люблю тебя любовью, которая никогда не забудется. Ты уже знаешь, повторяю, подтверди устами моими и скажи своему сердцу, чтобы оно загорелось огнем моей вечной любви. Ты чувствуешь это в своей душе. Я осуществлю мечту своей жизни. И несмотря на, казалось бы, невозможную ситуацию, любое препятствие, кажущееся непреодолимым, все атаки, которые вы терпите, с сегодняшнего дня все изменилось. Ты никогда больше не будешь прежним. Ты веришь мне в своем сердце. Вы полностью изменились внутри. Все, что произошло в прошлом, все, что было не так, все, что причиняло вам боль, останется позади. Сегодня ты родишься свыше и начнешь получать наследство, которое я приготовил для тебя. Вечная жизнь со мной, но мой Святой Дух наполнит тебя и даст тебе силы, необходимые для жизни в этом мире. Когда вы почувствуете, как этот огонь коснулся вашей души, ваши уста откроются в хвале. Наконец-то ты поймешь, в чем моя сила. Я схвачу тебя за руку и подниму. Это как мечтатель. Твои губы поют мне прекрасную радость. Все бремя, удерживающее вас, исчезнет. Ты видишь себя таким же особенным, каким вижу тебя я. И я выбрал тебя, чтобы ты пришел сюда, сражался и получил новые благословения. Вы не из тех, кто не стыдится моих слов. Дайте нам смелость отпустить это бремя и принять свободу, которая приходит через прощение. А милосердный Боже, мы молим Тебя дать нам мудрость познать путь прощения и примирения. Пусть гордость и ненависть удерживают нас от богатства Твоей благодати. Прощение – это не признание вины или несправедливости,
но оно помогает нам понять, что это выбор, позволяющий освободиться от прошлого и открыться будущему, наполненному надеждой и миром. Дай нам способность прощать не только тех, кто причинил боль непосредственно нам, но и тех, кто причинил боль нашим близким. Как несовершенные люди, мы все нуждаемся в вашем прощении. Я надеюсь, что сила вашей щедрой любви сможет изменить наше сердце и принести свет в хрупкий мир. Будьте инструментом мира и источником сострадания в конфликте. Господь, укрепи нас на нашем пути прощения. Пусть каждый шаг к примирению будет выражением вашей спасительной любви. Мы даруем вам мир и будем живыми свидетелями вашего вечного прощения. Ты – источник всякого милосердия и благодати, и в Твоем присутствии мы ищем возрождение. Господи, прости нас за наши прошлые ошибки и за то, что мы так далеко отклонились от Твоего пути. Дай нам смелости взглянуть в лицо нашим грехам и признать реальность наших ошибок и грехов. Помоги нам не прятаться от Твоего света, но открыть наше сердце Твоему очищению и прощению. Бог знает, что прощение – это акт любви и способ обрести исцеление и примирение. Дай нам благодать прощать тех, кто причинил нам боль, даже если это больно. Научи нас следовать примеру Иисуса Христа, который на кресте просил прощения для своих гонителей. Простите нас, как мы прощены, и протяните руку любви и привязанности. Мы знаем, что прощение – это не просто, но мы верим в обещание восстановления. Пусть все извинения, которые мы приносим, будут выражением вашей спасительной любви. Дай нам силы освободиться от бремени мести и смелость двигаться к миру. Давайте жить в общении с вами и другими, строя отношения, основанные на вашей милости. Ты – маяк света в нашей тьме и крепкая скала посреди жизни. Мы осознаем свои слабости и неудачи и взываем к Тебе об исцеляющей благодати. Своей бесконечной мудрости вы учите нас истинному искусству прощения. Пожалуйста, помогите мне отпустить бремя ненависти и принять свободу, которая приходит через прощение. Даруй нам смирение, чтобы признать нашу потребность в прощении и смелость искать примирение с теми, кому мы причинили боль и подрывают авторитет. Мы знаем, что прощение – это не просто, но мы верим в ваши обещания защиты. Пусть все извинения, которые мы приносим, будут знаком вашей бесконечной любви. Дай нам благодать прощать не 7 раз, а 70 раз, как учил нас Иисус. Давайте последуем Его примеру в любви и протянем всем руку примирения. Мы осознаем свои ошибки и грехи, и осознаем, что не можем любить и прощать так, как Ты простил нас. Отец, прости нам нашу духовную слепоту. Дай нам благодать простить тех, кто причинил нам боль, даже если боль глубока. Помогите нам преодолеть трудности с миром и любовью. Мы знаем, что прощение – это путь часто болезненный и трудный. Но мы верим в Твое обещание выздороветь и в Твою силу изменить наше сердце. Пусть каждое наше прощение будет живым свидетельством вашей спасительной любви, светом, сияющим во тьме мира и надеждой на примирение и мир. По Своей бесконечной благодати и милосердию услышь наши молитвы и восстанови наши силы. Давайте последуем примеру Христа и пойдем путем прощения и милосердия. Ты знаешь каждую клеточку нашего существа, каждую мысль, каждую эмоцию, каждую боль.
Прости нам грехи наши, известные и неизвестные, и очисти нас прощением Господа Твоего. Научите нас прощать так же щедро и безоговорочно, как Вы прощаете. Мы преодолеваем боль и обиду и принимаем свободу, которая приходит от истинного прощения. Дай нам смелости встретиться лицом к лицу с теми, кто причинил нам боль, с состраданием, а не с гневом и ненавистью. Пусть мы увидим в них вашу доброту и протянем вам руку мира и любви. Мы знаем, что прощение – это не признак слабости, но оно показывает нашу силу. Пусть каждый акт прощения, который мы совершаем, будет преобразующим выражением Твоей любви. Измени наше сердце своей благодатью, чтобы мы могли жить в мире с собой и с другими людьми. Давайте будем агентами примирения и исцеления, свидетелями вашей любви в нуждающемся мире. Дай нам смирение признать свои ошибки и потребность в прощении. Оставим нашу гордость и высокомерие и смиримся перед Твоим бесконечным величием. Научи нас прощать так же щедро и свободно, как Ты прощаешь. Отпустите бремя обиды и примите свободу, которая приходит от истинного прощения. Помоги нам простить тех, кто причинил нам боль, даже если боль велика. Дай нам смелости открыть наше сердце и обратиться к Тебе с миром и любовью. Мы знаем, что прощение – это не признак слабости, а мощное выражение Твоей благодати. Пусть все извинения, которые мы приносим, будут выражением Вашей спасительной любви. Сделай нашу жизнь живым доказательством Твоей бесконечной милости и прощения. Давайте жить в мире и согласии со всеми Вашими детьми, следуя примеру Отца, Сына и Святого Духа. Мы молимся и верим. Аминь. Спасибо, что были с нами на этом пути веры и молитвы. Если это время духовной связи благословляет вас, подпишитесь на наш канал, чтобы получать больше такого интересного контента. Не забудьте нажать «Мне нравится». Мы хотим поделиться этим видео с нашими близкими и благословить их словами надежды. Чтобы продолжить свое духовное путешествие, нажмите на видео ниже, чтобы прочитать послание, которое мы подготовили с любовью и верой. До вашей следующей молитвы да пребудет с вами мир и свет. Аминь. Спасибо, что были с нами на этом пути веры и молитвы. Если эта духовная связь благословила вас, подпишитесь на наш канал, чтобы получать больше такого забавного контента. Не забудьте нажать «Мне нравится». Мы хотим поделиться этим видео с нашими близкими и благословить их словами надежды. Чтобы продолжить свое духовное путешествие, нажмите на видео ниже, чтобы прочитать послание, которое мы подготовили с любовью и верой. До вашей следующей молитвы да пребудет с вами мир и свет. Аминь.